Хайрекен Дуслар, или добрый день, друзья, меня зовут Булат Ибрагимов, и сегодня мы будем готовить праздничное татарское блюдо, которое называют тутарган таук. Таук – это по-татарски курица, тутарган – это нафаршированный, либо напиханный, как вам угодно, потому что фарша у нас как такового сегодня нет. Что нам понадобится? На самом деле, очень простое блюдо, понадобится буквально несколько ингредиентов, соответственно, сама курица, небольшое количество сметаны, обязательно должна быть жирная, не менее 30% жирности. Нам понадобится зеленый лук, это факультативно мы добавляем в начинку, и, соответственно, около 5 сырых деревенских яиц, соль, перец и около 7-8 литров свежесваренного крепкого куриного бульона. Это блюдо готовится всегда на какое-то очень важное событие, часто готовят его на свадьбу, либо на юбилей. Это обычно одно из блюд, оно не является всегда основным. Мы берем курицу. Курица должна быть у нас как можно менее рваной, или она не должна быть рваной вообще. Итак, вы можете попросить у своего знакомого фермера, если у вас такой есть, либо на рынке, чтобы вам привезли курицу, которая была выпотрошена через шею, то есть у нее, вот эта ее задняя часть должна быть как можно менее тронутой, скажем так. Ну, в реалиях Москвы мы не смогли найти потрошенную через шею курицу, но мы вышли из ситуации, просто зашив ее, эту часть, достаточно крепкой ниткой, для того, чтобы оттуда у нас как можно меньше вылилось начинки. И, соответственно, сейчас нам нужно провести несколько манипуляций с ней, для того, чтобы начинка была не только в самой курице внутри, а еще и она должна затечь обязательно между кожей и мясом. И тем самым при варке курица получается очень нежной, очень вкусной, потому что омлет тоже варится, и этот жир от омлета он тоже пропитывает курицу. Также нам для этого блюда понадобится, и вам понадобится вот подобные вафельные полотенца, либо достаточно большое количество толстой плотной марли. Вот здесь мы приготовили такую конструкцию, когда мы уже нафаршированную курицу завернем в эти полотенца и опустим в кипящий бульон и будем варить около 40 минут. Если у вас нету дома воздушного компрессора, который должен надуть курицу, как это обычно делают, к примеру, с пекинской уткой, то татарские бабушки всегда это делали по старинке, соответственно, при помощи, или, как говорится, перорально. Вот. Соответственно, нам нужно взять курицу, нам необходимо, чтобы вся кожа отошла здесь в начале, чтобы вся кожа у нас была отделена от всех жил, сухожилий, для того, чтобы она просто между кожей и мясом не оставалось ничего. Потом мы берем, не боимся, берем, соответственно, курицу нашу и, пытаясь ее не порвать, очень сильно ее надуваем, соответственно, вот таким способом. Все. То, что у нас не отделилась кожа, мы аккуратненько пальцем, не повреждая кожу, мы отделяем оставшуюся часть кожи, вот таким образом залезая, соответственно, курице под кожу, и вот здесь вот пальцем отделяя как можно больше, потому что если вы порвете кожу, то начинка вся вытечет, и не получится того самого эффекта фаршированной курицы, которого мы добиваемся. Вот у нас есть курица, у которой, как вы видите, здесь кожа практически полностью отошла от мяса. Кладем ее в сторонку. Сейчас мы займемся начинкой. Нам понадобится сметана. Здесь порядка около 600-700 грамм сметаны. То есть очень часто сметану заменяют домашними деревенскими сливками, у которых, конечно же, жирность побольше. Но здесь мы берем жирную сметану, и нам ее будет достаточно. Итак, мы разбиваем яйца. Яиц не должно быть мало, потому что если вы положите мало яиц, то у вас не получится омлет, а получится просто нечто среднее между болтуньей и сметаной. Соответственно, мы берем 5 яиц. Берем небольшое количество соли и достаточно большое количество черного перца нам понадобится. Затем мы берем венчик и все это превращаем в однородную массу. Также мы добавим обязательно туда зеленый лук. Нарезаем достаточно мелко на всю его длину.
Лук также нужен для того, чтобы, если у вас есть некоторое количество брака в курице, то есть некоторое количество, скажем так, мелких дырочек, через которых может начинка это начать выливаться, вы просто добавляете туда лук, и начинка становится гуще, и это, соответственно, помогает нашему омлету остаться внутри. Получается у нас вот такая очень нехитрая начинка для курицы. Для того, чтобы курица сварилась правильно, нам нужно будет ее поместить в сильно кипящий бульон в самом начале, для того, чтобы начинка начала схватываться очень быстро. Итак, мы должны бульон предварительно хорошо посолить, для того, чтобы он был соленый. И положить туда крупного черного перца для аромата. В принципе, мы уже готовы курицу нашу нафаршировать. Для этого нам понадобится миска, в которую мы выложим наши заранее подготовленные полотенца, таким образом, чтобы мы могли потом эту курицу связать. Они будут служить некой такой защитой. Для того, чтобы нам ее нафаршировать, нам понадобится кувшин и воронка. Да, перед тем, как мы будем фаршировать, надо убедиться в том, что у нас нету никаких крупных порезов на коже или отверстий. Вот такие вот, например, большое отверстие здесь сбоку мы просто зашили кулинарной ниткой для того, чтобы избежать, опять-таки, вытекания начинки. Итак. Вот так немножко так стряхиваем воронку, для того, чтобы лук просто у нас проваливался через узкую горловину. И, конечно, эту курицу всегда нужно есть из общей тарелки, отламывая себе, отрезая себе кусочки отварной курицы вместе с омлетом внутри. Так, вот смотрите, у нас уже наполнилось. Ничего страшного, если будут выливаться много начинки за пределы, скажем, курицы, ничего в этом страшного нету. Теперь мы аккуратненько будем ложкой, просто обычной ложкой, будем туда аккуратненько под кожу наливать начинку. Вот видите, под кожей у нас появляются характерные следы зеленого лука. То есть здесь у нас есть некоторые мелкие, скажем так, несовершенства кожи. Ничего страшного в том, что оттуда вытекает немножко омлета, нет, потому что так или иначе полностью герметичную систему курица-омлет, бульон нам создать не удастся, к сожалению. Так, смотрите, у нас курица потихонечку наполняется омлетом. Итак, наша курица готова для того, чтобы отправиться в кипящий бульон. И сейчас мы ее очень быстро должны завернуть вот так вот в полотенце. Она должна, и что самое важное, она должна вариться в таком же вертикальном положении, для того, чтобы, соответственно, если вы ее перевернете, вы потеряете всю начинку. Не сильно сжимая саму курицу, затягиваем горлышко наших полотенец. И очень аккуратно эту курицу мы, как вы видите, отправляем в наш сильно кипящий бульон. Итак, мы поместили нашу курицу обязательно вертикально, то есть так же, как мы ее фаршировали, для того, чтобы у нас начинка не вытекла во время приготовления. И что очень важно, нам нужно первые 5 минут варить курицу при достаточно сильном кипении, после чего убавить огонь на самый минимум и томить ее около 40 минут в нашем курином бульоне, после чего ее можно будет подавать на стол. Друзья, как вы видите, курица не полностью погружена в бульон, поэтому время от времени, там, примерно каждые 5-6 минут, мы будем при помощи нашего любимого друга половника аккуратненько просто бульоном сверху поливать ее, для того, чтобы она у нас варилась равномерно. Итак, дуслар, наша курица после 45 минут томления готова. И сейчас мы достанем ее сначала в блюдо предварительно, чтобы развернуть из полотенца, а потом уже подадим ее как самостоятельное блюдо. Даем чуть-чуть бульону стечь и выкладываем ее и разворачиваем. Да? Unpacking. Сейчас мы аккуратненько ее достаем для того, чтобы не повредить кожу, ни в коем случае ничего не повредить.
И вот так прям целиком. Обязательно нужно чуть-чуть налить бульона сверху. Просто для антуража. Мы готовы разделать наше блюдо, которое называется тутарган таок, то есть фаршированная курица. Здесь самое главное это вкус и сама техника приготовления. То есть, чтобы курица у нас осталась сочной и пропиталась этой ароматной, вкусной, яичной, жирной начинкой. Разделывать мы начнем ее обязательно аккуратненько с ножек. Обратите внимание, пожалуйста, что между кожей и плотью, да, есть вот слой омлета, также омлет внутри. Итак, Дуслар, наш тутарган таук готов. Как говорят татары, тамле булсан, или приятного аппетита, и всем спасибо.